Вновь актуальны данные по ковиду. Сейчас рекомендовано следить за статистикой заразившихся. За сутки выявлена эта болезнь у 46 человек. 647 остаются под наблюдением. В Республиканской клинической больнице тем временем для лечения больных коронавирусом переоборудовали корпус. Пока эпидситуация оценивается как стабильная, но надо быть готовыми к любому раскладу, уверен медперсонал. Хава Газикова расскажет. В Рановской больнице к приему пациентов с коронавирусной инфекцией готовы 130 коек. Из них более 40 обеспечены медицинским кислородом. Так как новая угроза потребовала нового подхода к работе не только методически, но и технически. В переоборудованный корпус врачи переехали буквально за пару дней. Вот этот корпус для работы именно с ковидными больными очень комфортен. В том плане, что здесь рядом находится КТ новый, который поступил именно под ковид больных. И мы, как я уже говорила ранее, мы получили много аппаратуры и медицинского оборудования, таких как дефибрилляторы, аппараты ИВЛ, мониторы, шприцевые дозаторы, УЗИ-аппараты. Много оборудования получили, поэтому необходимости и проблем с медицинским оснащением у нас нет. Отдельные входы и выходы для врачей. Причем те, кто идет в больницу, не смогут пересечься с тем, кто уже отработал смену. Корпус разделен на грязные и чистые зоны. То есть предусмотрено место для переодевания в противочумные костюмы. Это далеко не все плюсы переоборудованного корпуса. Преимущество нового корпуса в том, что, во-первых, здесь коек больше, во-вторых, здесь кислородных точек больше, и нам в реанимации более просторно и площадей больше, где мы можем более в комфортных условиях разместить больных. Оценили возможности нового корпуса и пациента. Айна Аджиева, к примеру, поступила в РКБ с инфекционным заболеванием 2 недели назад. Была и в старом здании, и в новом, так что есть с чем сравнивать. А лечащие врачи, медсестры, санитарки очень внимательны, очень чадикпар. Указ вообще красота. Динамика распространения COVID-19, по словам врачей, оптимизма пока не вселяет. Так, по данным оперштаба, за последние 2 недели в Ингушетии выявлено около 600 заболевших. Поэтому работа ведется усиленно. На каждом этаже по одному врачу и медсестре. В день у нас бывает, да, что бывает и 10 пациентов, бывает и 5 бывает. Но чтобы у нас день проходил без поступления больных, этого у нас уже нету. Хотя, скажем, раньше, летом, пациенты были, меньше было. Раньше у нас их 60 было, скажем, около, да, а сейчас их около 80-70 так. На сегодняшний день в корпусе под наблюдением врачей находится 76 пациентов, из них 13 в тяжелом состоянии. Реаниматологи дежурят в отделении круглосуточно, а в случае необходимости к медицинским работникам готовы подключиться и другие специалисты. Хава Газикова, Майрбек Мержоев, Новости 24.